В завершении выпуска в Ленске подвели итоги конкурса «Новогодняя мозаика» на лучшее праздничное оформление прилегающей территории среди предприятий, школьных и дошкольных учреждений. Активное участие в конкурсе приняли различные подразделения компании «Алроса». Сергей Евсюков продолжит. Конкурс «Новогодняя мозаика» проводится уже не первый год. И каждый раз число участников растет, как растет сумма денежных вознаграждений и разнообразие новогодних композиций. Мне сегодня очень приятно, что тут очень много людей собралось. Сейчас мы, наверное, вручим вам за то, что вы сделали. Помимо грамот и благодарственных писем мы вручим небольшие конвертики, чтобы вы могли поощрить тех людей, кто принимал самое активное участие в этих мероприятиях. Отрадно отметить, что активное участие в конкурсе ежегодно принимает и подразделение «Алроса». В этом году в номинации «Лучшее праздничное оформление прилегающей территории предприятий» первое место и денежную премию в размере 10 тысяч рублей завоевал Ленский речной порт. Композиция «Победитель» с традиционными фигурами Деда Мороза, Снегурочки и символикой «Алроса» как раз и встретила съемочную группу на въезде в порт. У ворот предприятия расположилась и новогодняя композиция серебряного призера конкурса Ленского ПТЭС. Круторогий баран уносит Деда Мороза и играющую на балалайке козочку в следующий год. В отдалении в избушке на курьих ножках сидит компания мультипликационных героев, очевидно слушавших интересную историю возложений кота Баюна. А третьим номинантом в данной категории стала Ленская РНУ за ледовое изображение названия компании и символов Нового года. Денежными премиями также были отмечены авторемонтные мастерские, ЛТП-2, УМТС и «Газпром. Добыча Ноябрьск». Как правило, всегда активное участие принимает подразделение акционерной компании, поэтому всем работникам акционерной компании от меня низкий поклон за праздничное оформление. Сейчас к нам зашел «Газпром», поэтому «Газпромовцам» отдельное спасибо за оформление. У вас всегда такой подход очень такой, очень на высоком уровне. Глава также отметил лучших и в других номинациях, поблагодарив участников за творческую фантазию и многообразие новогодних сюжетов. В заключении встречи Александр Харунов поздравил собравшихся с Новым годом и пожелал успеха в следующем конкурсе, который ровно через год вновь соберет любителей зимней иллюминации и скульптуры.